Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Захурова с самыми важными новостями на сегодня. 5 ноября президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон по приглашению президента Соединенных Штатов Америки уважаемого Дональда Трампа с города Доха отбыл в Вашингтон для участия на встрече глав государств Центральная Азия, Соединенные Штаты Америки. 4 ноября в Дохе состоялась встреча директора агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода с генеральным директором управления гражданской авиации государства Катар Мухаммадом Фалехом Аль-Хаджи. В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания регулярных рейсов по направлению Душанбе-Доха, грузовых перевозок, а также развития бизнес-авиации. Хабибулло Назарзода подчеркнул, что при поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, с 12 июня 2025 года в Республике Таджикистан реализуется политика открытого неба. В рамках данной государственной политики с целью открытия новых авиамаршрутов, привлечения туристов и иностранных инвестиций в международных аэропортах страны предусмотрены скидки до 40% на все виды услуг. В свою очередь, генеральный директор управления гражданской авиации государства Катар Мухаммад Фалех Аль-Хаджи выразил готовность катарской стороны организовать прямые авиарейсы между Таджикистаном и Катаром силами авиакомпаний этой страны. В рамках празднования знаменательной даты 31-й годовщины Конституции Республики Таджикистан по инициативе исполнительного органа государственной власти района Фердауси города Душанбе состоялось торжественное мероприятие. Церемония прошла под символичным названием «Конституция. Основа прогресса Таджикистана», подчеркивающим фундаментальную роль основного закона страны в ее развитии. Подробности в нашем сюжете. В соответствии с планом праздничных мероприятий, исполнительный орган государственной власти района Фердауси организовал политико-культурное мероприятие, приуроченное к 31-й годовщине принятия Конституции Республики Таджикистан. Торжественная церемония состоялась в просторном зале Таджикского государственного университета коммерции, что подчеркнуло важность образовательной составляющей в понимании конституционных ценностей. Мероприятие собрало большое количество участников, включая высокопоставленных государственных служащих и академическое сообщество. И среди почетных гостей отмечалось присутствие заместителя председателя города Душанбе Рахмедина Саламзоды, что свидетельствовало о значимости события для столичной администрации. Также в собрании приняли активное участие руководящий состав и сотрудники аппарата председателя района Фердауси, профессорско-преподавательский состав и студенческая молодежь. В рамках торжественной программы руководство исполнительного органа государственной власти района выступили также содержательным докладом, в котором отметили исключительную важность Конституции как высшего политического документа страны. Было особо подчеркнуто, что Конституция Республики Таджикистан занимает особое место в правовой системе государства, являясь основным законом страны. Было также отмечено, что по отношению ко всем другим нормативно-правовым актам Конституция обладает полным и безусловным верховенством. На торжественном мероприятии под названием «Конституция. Основа прогресса Таджикистана» также ряд активных сотрудников были награждены почетными грамотами в честь 31-й годовщины принятия Конституции Республики Таджикистан. Чтобы сделать важное политическое событие более запоминающимся, культурная часть мероприятия прошла с участием известных исполнителей страны. В профессиональном лицее сервиса и туризма города Душанбе прошел круглый стол, приуроченный ко Дню Конституции Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие руководство учебного заведения, преподаватели, сотрудники и учащиеся. В профессиональном лицее сервиса и туризма города Душанбе состоялась научно-культурная конференция в формате круглого стола, посвященная Дню Конституции Республики Таджикистан. Мероприятие открыло руководство учреждения, подчеркнув, что принятие Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994 года стало одной из судьбоносных страниц в истории национальной государственности, заложив основу для устойчивого политического, социального и экономического развития страны. Было отмечено,
Отмечено, что Конституция создала благоприятные условия для изучения и защиты национальных ценностей, укрепления государственной независимости, единства народа, а также обеспечения прав и свобод граждан. В своих выступлениях участники конференции отметили значимость Конституции в формировании правового государства, гражданском воспитании и развитии правосознания молодежи. Они подчеркнули важную роль нового поколения в сохранении и защите конституционных ценностей. В ходе обсуждения рассматривались вопросы прав и свобод человека, гражданской ответственности и достижения периода независимости. Отмечалось, что Конституция как высший правовой документ служит руководством к жизни для молодого поколения, обеспечивая гарантии свободного образования, труда и личного развития. В честь праздника ряд сотрудников и студентов были награждены благодарственными письмами за активное участие в общественной жизни лицея. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан состоялась торжественная церемония выпуска участников программы «Глобальная лаборатория лидерства». О том, как прошел этот знаменательный день и какие впечатления остались у выпускников, расскажем в нашем следующем репортаже. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан на регулярной основе в соответствии с учебными планами и программами проводятся различные обучающие курсы. На этот раз в стенах Академии состоялась торжественная церемония выпуска слушателей программы «Глобальная лаборатория лидерства». В мероприятии приняли участие высокие гости, представители государственных органов, международных партнеров, преподаватели, исследователи и слушатели курсов повышения квалификации. Торжество было организовано по инициативе Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан совместно со Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения и социальной защиты населения, а также рядом партнеров по развитию. Цель программы – укрепление лидерского потенциала специалистов, повышение уровня их профессионализма и совершенствование управления лабораторными учреждениями страны. В выступлениях официальных лиц отмечалось, что программа «Глобальная лаборатория лидерства» является ярким примером реализации дальновидной и гуманной политики лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на укрепление системы здравоохранения и развитие человеческого потенциала. Было подчеркнуто, что в 2023 году на базе Академии создан Центр глобального лидерства в лабораториях, который сегодня стал важной платформой для интеграции знаний, опыта и современного управленческого подхода. Участники программы, отобранные из всех регионов республики под руководством опытных преподавателей и международных экспертов, совершенствовали свои знания и навыки в области стратегического управления. В этом году 20 специалистов второй группы успешно завершили обучение и получили дипломы. Первая группа, состоявшая из 16 человек, окончила программу в 2024 году. В то же время обучение начала третья группа слушателей, успешно прошедших вступительные испытания и собеседования. Во второй части мероприятия состоялась церемония вручения благодарственных сертификатов. В завершение были выражены слова признательности выпускникам, преподавателям и международным партнерам за их преданность делу, вклад в развитие системы здравоохранения и совершенствование управленческих компетенций. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.